кружкой, подходит к каждому, выпей на дорогу, чтобы веселее было. Да я не могу, да вот, ах, ты с кем-то выпивал, а здесь не можешь. В общем, их напоили в усмерть, но не расстреляли. Отец говорит, очнулся я, думаю, на том свете. Вот. И что интересно, ему было вот в то время 19 лет, и он до 50 лет своей жизни не мог терпеть даже запаха этого спиртного. Вот насколько было все это дело. После 50 лет, до конца своей жизни, он мог выпить, но раз. Мог 50 грамм, мог стакан, но только раз. Больше, значит, это дело. Так вот, значит, после этого дела их простили. Он, так как был, значит, грамотным, стал в политической работать, вступил в партию. Вот. Его в 21 год назначили начальником военно-политической школы Петрограда. И размещалась эта школа, вы, наверное, многие были в Царском селе Пушкине, Алексеевский дворец, знаменитый дворец. И в этом дворце, значит, была вот эта военно-политическая школа. Значит, эти курсанты, ну, какие они? Бывшие, значит, эти крестьяне, рабочие, вместо того, чтобы усваивать марксистско-ленинскую, значит, идеологию, они глазами вытаращивали на потолке, а там нимфы, полураздетые женщины. Вот. Приехал Троцкий, жалуется, что плохая успеваемость, что плохо начинает. В чем дело, стали разбираться. Вот. Значит, Троцкий дал команду освободить помещение, все эти дела, перенести все это дело в здание, где там были хозяйственные службы по цветоводству и прочее. И вот туда переместили вот эту школу. И вот там отец в то время был начальником этой школы. Умер 24-й год, умер Ленин. Была, значит, был клич молодежи: учиться, учиться, учиться. Отец все же время хотел учиться. Вот. Стал пробивать, чтобы выйти из армии и, значит, поступить учиться. После нескольких рапортов ему разрешили. Он поступает в Нижегородский университет. А в то время в этом Нижнем Новгороде был размещен эвакуированный Варшавский университет. Вот. И вот отец учился в 24 году, поступил в специальную ленинскую группу, 18 человек было в этой ленинской группе. Вот он там учился на педагогическом факультете химико-биологическое отделение. Вот. Ну, нужно сказать, что в дальнейшем, в 1937 году, вся эта группа практически была уничтожена. Из 18 человек, 2 человек только не коснулась репрессии, а 16 человек, из них многие были расстреляны. В том числе отца тоже. Значит, после окончания университета он был несколько времени работал в районных школах, а потом был назначен директором педагогического училища техникума народов малых меньшинств Поволжья. Размещался в Ленинском мемориале в Ульяновске. Вы, наверное, многие были там, вот в этом гимназии, в 2 этих корпусах и прочее. Было размещено вот это вот училище. Там учились мордва, чуваши, татары, удмурты, вот, народов малых меньшинств Поволжья. Вот. И в это время, значит, пытались, значит, сделать ленинский мемориал. Приезжала много раз Крупская, приезжал, значит, брат Владимировича Ленина, Дмитрий. Вот, и пытались создать исторический вот, в таком плане. Так что были знакомы. А жили мы, что интересно. Я, конечно, не помню, мне всего там было. Вот. Жили, 2-этажный дом деревянный был. Там раньше жили керенские.
директор училища, это гимназия была, Керенский раньше. Вот, и жили мы в этом двухэтажном доме. Но если сейчас в Ленинском мемориале, то, значит, этот дом снесен, на этом месте сделан такой прудик небольшой. Но память об отце, как о директоре, там осталась. Есть там вещи. В 1937 году отец пошел на работу утром и не вернулся. А вечером прибыло 2 машины, 1,5 часа на сборы, и нас оттуда, значит, Мордовия, под Ордатом, еще вот туда. Вот. Отца, значит, исключили из партии, арестовали. Вот. Но что его удержало от смерти и высылки? Он болел туберкулезом. Из-за него вступился, вы этого человека вы тоже в истории, наверное, знаете, Яцкин Филипп Андреевич. Это бывший житель Игнатова. Тамара знает. Он в то время работал у Калинина. Вот. Вступился. И это помогло. Его освободили отца с надеждой на то, что туберкулезник все равно сдохнет, чего его куда-то посылать. С тех пор вот мы в Игнатово переехали, и отец до 1954 года был врагом народа. И мы были дети врагом народа. В 1954 году отца в числе первых этих был, он реабилитирован. Вот. Но он работал, и всегда у нас дом наш, несмотря на это дело, хотя он каждый понедельник ходил отмечаться в НКВД, но дом для всех был у нас открыт. Приходили с какими-то жалобами, надо написать какую-то бумагу, или, значит, посоветовать в этом духе. Вот. И школьники приходили. Потом мы вывезли патефон и 700 пластинок. А пластинки были знаменитые пластинки, шаляпинские, значит, в основном классической музыки. Собинов, Шаляпина, вот это, Русланов. Вот. И к нам вечерами, потом многие приходили. В то время война же была, ничего же не было. Приходили, слушали эти пластинки. Вот. Отец был патриотом. Он признавал советскую власть, боролся за восстановление этой власти все время, вот, в этом плане. И нас воспитывал в этом духе, в полном смысле слова.